Наблюдение за межнациональными отношениями в Коми нужно проводить систематично и на постоянной основе. Такое поручение губернатор дал на комиссии по мониторингу за выполнением так называемых указов президента России. Напомним, серию документов по социально-экономическому блоку Владимир Путин подписал в день инаугурации 7 мая 2012 года. Евгений Ракин знает больше. Власти Коми, кажется, переломили негативные тенденции с переселением из ветхого и аварийного жилья. Положительные сдвиги есть, но впереди другие этапы. Но если в строительстве результаты можно и увидеть, и пощупать, с этнополитикой, это уже другой указ, дела обстоят куда деликатнее. Сергей Гапликов назвал это тонкой материей. Между тем, эта работа складывается, как вы уже знаете, из отдельных кирпичиков. И я бы просил всех, кто задействован в этой работе, укреплять крепость этого межнационального фундамента, здания, которое мы с вами строим, и ни в коем случае не допустить ни единой попытки расшатать ни единого кирпичика в этом здании. Это принципиальная наша задача и принципиальная с вами наша позиция. В мире и согласии на территории региона проживают почти 120 национальностей. Традиционные отношения между ними добрососедские. Но нельзя недооценивать угрозы мирового экстремизма. В этом году возбуждено 2 уголовных дела по фактам национального экстремизма, 4 по преступлениям, совершенным по мотивам национальной или религиозной ненависти. По данным соцопроса, треть опрошенных в республике не исключают возможности возникновения в своем населенном пункте конфликтов на национальной почве. Причем в городах эти значения выше. Сергей Гапликов поручил ведомству следить за состоянием межнациональных отношений систематично и постоянно, с промежуточными замерами там, где показатели выделяются. Обратил глава внимание и на нездоровую тенденцию развития нелегального бизнеса, в котором участвуют выходцы из государств бывшего Советского Союза. Так, в Усть-Куломском районе, как оказалось, процветают таксисты-нелегалы. Они не платят налоги и, более того, открыто угрожают тем, кто работает честно. Всех таких деятелей нелегально, занимающихся извозом и все остальное, через все свои механизмы, которые у вас есть, ГИБДД и все остальные, не просто привлекать к ответственности, а вытряхивать их из республики. И такому элементу ставить жесточайший заслон. А всех организаторов по всей строгости закона привлекать к ответственности. И делать это публично, чтобы всем другим было неповадно. Вот я вас прошу разобраться в Усть-Куломском районе с этой историей. Социально-экономическое развитие невозможно и без профессиональных кадров. До 2018 года в Коми появится 9 учебных центров прикладных квалификаций. В масштабах Северо-Запада это больше всех. И главная задача при непосредственном участии работодателей обучить работников высокотехнологичным специальностям за короткое время. Это будущие сварщики, пекари, энергетики. А с 10 декабря в Воркуте такой центр откроется и для работников горнорудной отрасли. У нас останется еще 4 центра. Вот я позволю себе назвать. В 2016 году мы планируем на базе КРАПТ, это промышленный техникум по сельскому хозяйству, такой центр открыть. В 2016 же году на базе автомобильного техникума автомобильной отрасли, вот такой центр прикладных квалификаций. В 2017 году по специальностям железнодорожного транспорта этой отрасли на базе Сосногорского железнодорожного техникума. И в 2017-2018 году как раз тот аспект, который вы затронули, на базе Сыктывкарского индустриального колледжа по как раз строительным специальностям строительной отрасли. Необходимо создать качественные условия для профориентации школьников. Раньше с этой задачей справлялись учебно-производственные комбинаты, на базе которых старшеклассники получали первую трудовую подготовку. Сергей Гапликов поручил Министерству образования проработать возможность создания территориальных аналогов таких объединений с привлечением ресурсов профучилищ. Евгений Ракин, Павел Фетисов, телеканал Юрган.